Топонимию, то есть название географических объектов, можно сравнить с летописью, фиксирующей на лике Земли явления прошлого. Причем летопись эта очень избирательна. Не всякое слово становится топонимом. Чтобы это случилось, необходимо стечение многих обстоятельств. Какие обстоятельства послужили тому, что имя Шугура Кокузова вот уже многие сотни лет бережно хранит ландшафт города Уфы в названии реки Шугуровки, протекающей в северной части города, а также Шугуровской горы, на которой ныне расположено одно из излюбленных мест отдыха горожан – сад имени Салавата Юлаева. Кем был этот человек, удостоившийся не только упоминаний в исторических летописях, но в летописи самой Земли? Говоря об уфимской истории, мы имеем в виду современную Уфу, основанную в 1586 году, оставляя за скобками Уфу раннего и позднего Средневековья, предтечу современного города. Начало новой уфимской истории нужно рассматривать в контексте сложной политической ситуации, сложившейся в Урало-Поволжье и Западной Сибири в середине XVI века. В 1552 году войска Ивана IV штурмом овладели Казанью. Через 2 года, в 1554 году, была взята и Астрахань. Все течение Волги оказалось в руках московского царя. Это произвело большое впечатление на сибирского правителя Едигера из династии Тайбугидов. Тайбугиды – княжеская династия, один из представителей которой, Мухаммед Тайбуга, в 1495 году захватил власть в Западной Сибири, предположительно убив сибирского хана Ибрагима, потомка Шибана, внука Чингисхана. Там, за Урале, ситуация была настолько неясной, что здесь можно говорить о противостоянии башкир друг с другом. Это связано с тем, что за Урале фактически на протяжении нескольких десятилетий, даже столетий, шло противостояние двух правящих семей, кланов за власть над Сибирью. Это сибирские тайбугиды, то есть так называемая династия Тайбуги, очевидно, одного из военачальников Батыя, который, в общем-то, получил в удел, в улус земли в Сибири. С другой стороны, это сибирский улус, который традиционно ассоциируется у нас с шибанидами, то есть с сыном Джучи Шибаном, который тоже получил во владение, но территории, видимо, смежные с улусом Тайбуги. И, естественно, два таких государства не могли существовать в абсолютной гармонии. В 1555 году сибирский князь Едигер послал в Москву своих послов с просьбой принять его в подданство. Его шаг был продиктован в большей степени страхом перед возмездием шибанидов, один из которых, царевич Кучум, внук убитого хана Ибрагима, уже строил план похода в Сибирь, чтобы вернуть себе трон деда. Борьба двух этих правящих домов, она шла с переменным успехом на протяжении столетия. И к середине XVI века так случилось, что Тайбугид Едигер смог на короткое время завоевать власть и объединить два государства под своей эгидой. Но Едигер прекрасно понимал, что это первая победа, это локальный успех, который не может быть постоянным. И именно это обстоятельство понудило Едигера обратиться к Ивану IV за признанием добровольного подданства. Еще через 3 года, в 1557 году, правитель Ногайской Орды князь Исмаил также признал зависимость от Москвы. Видя, что в руки последней переходит гегемония над всей Восточной Европой и Западной Сибирью, князья 4 башкирских кланов Кыпчак, Бурзян, Усерган и Тамьян решили установить непосредственные отношения с правительством Ивана IV. Под 1557 годом в Никоновской летописи сообщается: башкирцы пришли, добив челом, и Исаак поплатили. В память об этом событии в историческом центре Уфы воздвигнут монумент дружбы,
одна из главных достопримечательностей города. Отчаянный шаг 4 башкирских князей был первым выражением собственной политической субъектности за последние 2 столетия медленного распада прежнего гегемона Евразии Золотой Орды и ее преемников. Этим действием башкирские предводители как бы заявляли, что отныне берут судьбу народа в собственные руки. В известном смысле слова это был акт национального самоопределения, поскольку означал обособление башкир как политической, а значит этнической единицы. Присяга кыпчакского князя Мишевли Каракужака, бурзянского Искибия, усерганского Бигбау, тамьянского Шагали Шакмана отнюдь не означала немедленного вхождения Башкирии в состав набирающего силу Московского царства. Этот процесс займет еще полстолетия, но их выбор нарисовал определенный сценарий будущего, который был принят частью башкирского общества как наиболее приемлемый из всех возможных. Тем временем в Сибири вспыхнула гражданская война, причем не только между ханом Кучумом и князем Едигером, но между башкирскими кланами, которые придерживались противоположной политической ориентации. И вот эта конфликтность между двумя династиями, она спроецировалась и на те башкирские роды, которые существовали на этой территории. Так вот, те действительно башкирские роды, которые входили в улус шибанидов, формально были встроены в иерархию сибирского ханства. Причем, как говорят прямые косвенные источники, эти башкирские роды занимали лидирующие позиции в элите сибирского ханства. То есть они, собственно говоря, и представляли основную боевую силу. Почему? Потому что башкиры – это агональный этнос всаднической культуры, и по сравнению с охотниками Сибири только они представляли потенциально военную мощь. Такие башкирские кланы, как Табын, Сынрян, Бикатин, были наиболее последовательными приверженцами династии шибанидов, а конкретно ее сибирской ветви в лице хана Кучума и Кучумовичей. С другой стороны, мы видим в противоположном, антагонистическом политическом, так сказать, сообществе сибирского княжества, где господствовали тайбугиды, это не чингизидская династия, такую же картину. Заки Валиди тоже отмечает на основании такого источника, как Утимыш-Хаджи, о том, что и в сибирском княжестве башкирские роды, например, Салжаутов и Кунгратов, составляли как бы аристократию. Селения башкир рода Салжиут или Сальют расположены на территории Кунашакского района Челябинской области. Когда в 1555 году князь Едигер принимал русское подданство, вместе с ним его приняли башкирские кланы Салжиут, Кунграт, Катай, поддерживавшие тайбугидов. Получается, они стали подданными Москвы на 2 года раньше, чем упомянутые выше князья Кыпчаков, Бурзян, Усерганов и Тамьянцев. Но вот в Сибирь явился хан Кучум, и началась гражданская война. Появляется шибанид Кучум, которого поддержала в его стремлении реставрировать свою власть в Сибири и бухарская элита. И, соответственно, ему удалось своим экспедиционным корпусом восстановить власть шибанидов на всей территории Сибири. Едигер, его братья, большая часть династии табугидов была им уничтожена. И Кучум, понимая, что Сибирь по инерции еще остается в подданстве русского царя, начинает военные действия против России, против вотчин промыслов Строгановых, как бы показывая, что он не собирается признавать российское подданство. Наиболее непримиримые противники шибанидов и лично хана Кучума из числа башкир-салжиутов и катайцев отступают на западную сторону Уральского хребта, в Ногайскую Башкирию, поскольку великий ногайский князь Улубий признавал себя, если не подданным, то младшим партнером Москвы. В середине XVI века почти вся Башкирия на правах автономного наместничества входила в состав обширной Ногайской Орды. Великий князь последний, Улубий, назначал для управления краем своих наместников, ставка которых находилась в историческом центре Башкирии – Уфе.
Название Уфа, как обозначение места, где будет построена русская крепость, существовало издавна. Правда, прежние поселения, бывшие здесь в раннем и позднем Средневековье, к XVI веку пришли в упадок. Историк XVIII века Петр Рычков, прибывший в Башкирию в составе Оренбургской экспедиции, писал: «О звании города Уфы можно догадываться, что оно не вновь ему придано, но паче возобновлено прежнее и сущее то, которым нагайские ханы истори, живучи в здешних местах, город свой именовали». Место, где находилась крепость нагайского наместника, согласно Рычкову, именовалось Туратау, то есть крепостная гора. Ей, по всей видимости, соответствует возвышенность над Белой, вверх по которой ныне поднимаются современные улицы Сочинская и Софьи Перовской. В дореволюционное время она именовалась Усольской горой. Неизвестно, до какого хронологического рубежа в Уфу назначался наместник, но, кажется, к 70-м годам XVI века правители распадающейся Ногайской Орды перестали присылать в Башкирию своих представителей, хотя значительная часть башкирских кланов степной зоны, в первую очередь минги, находились в поле их политического влияния, тогда как другие кланы вышли из их подчинения и самостоятельно вели переговоры с Москвой, в частности, о построении в Уфе русской крепости. Петр Рычков писал: «По достоверным выправкам нашлось, что башкирцы о построении сего города челобитие свое имели в 7081 году, то есть от Рождества Христова 1573. Не исключено, что именно выходцы из Зауралья, представители кланов Салжиут и Катай, были авторами этой инициативы, чтобы заручиться поддержкой Москвы в борьбе с ханом Кучумом. Строительство крепости в Уфе было поручено воеводе Михаилу Нагому, который прибыл в Башкирию весной 1586 года во главе сотни стрельцов. Михаил Александрович Нагой, меньшой, первый уфимский воевода, представитель боярского рода Нагих, родственников загадочно погибшего в Угличе царевича Дмитрия Ивановича. После смерти в 1584 году царя Ивана IV род Нагих подвергся опале. Михаил Нагой был отправлен на службу вторым воеводой в Казань, а оттуда в Уфу, где пробудет до 1605 года. Вероятно, это была политическая ссылка, поскольку никто так долго на воеводстве не сидел. Обычный срок – 2-3 года. Когда мы говорим об основании Уфы, то мы понимаем, что она основывалась по просьбе самих башкир. Это записано в Шажаре у башкир, это есть документально. И известно, что приезжал боярин Артемьев, который делал обмеры той местности, которая была предложена для строительства города. Соответственно, Уфа была замыслена, конечно, при Иване IV. Будущая Уфа. И обмеры были сделаны, место было выделено, никто его не оспаривал, наоборот, башкиры просили именно здесь построить город. И вот когда начали уже строить город в том варианте, как мы видим, и действующий непрерывно, то, разумеется, башкиры должны были прийти и помочь строить город, потому что строится он их по их помощи. Хорошо, что исторические источники сохранили нам имя этого человека. Пермский краевед XIX века Василий Шишонко отыскал и опубликовал чудом сохранившийся фрагмент челобитной 1695 года Уфимского уезда Сибирской дороги Улу-Катайской и Салзаутской властей башкирцев, в которой царям Иоанну и Петру Алексеевичам напоминалось о заслугах предков-челобитчиков, в частности, о строении дедом их Шугуром Давлетом города Уфы, и о подговоре под высокую державную руку блаженная памяти великого государя и великого князя Михаила Федоровича всея России Касимовского царя Арслана Алексеевича, за то да пожаловали его Шугура княжьим именем. Из этого уникального документа мы узнаем, что Шугур Давлет Какузов, довольно часто упоминаемый в архивных источниках и отводной книге города Уфы как слободской татарин и основатель Шугуровой или татарской слободы под Уфой, был, во-первых, башкиром Салжиутской или Катайской властей, скорее первой, чем второй,
а во-вторых, был строителем Уфы, за что был пожалован чином князя. Шугурово или Татарская Слобода находилась в верховьях речки Шугуровки, историческое название которой Урьяды. Видимо, где-то в районе уфимских нефтеперерабатывающих заводов при выходе с территории Уфимского полуострова. Там же находились сельскохозяйственные угодья Шугура-Кокузова с товарищами. Вот в одной книге по городу Уфе написано: «Да по приказу отделили слободским татарам Шугур-Алею Кокузову, да его племяннику Карабаю да Мангатаю Шугуровым, детям под усад и на пашню, пустотные заложенные земли по 10 чети в поле». Почему вот это поселение Шугурова-Слобода называлось татарской в источниках? Но именно потому, что у нас не было понятия служилые башкирцы. То есть в тот момент по основанию города с точки зрения родов войск, которые были в русском войске, да, у нас были служилые новокрещенные, служилые иноземцы, и служилые татары. Понятие рода войск служилые башкирцы не существовало. Было понятие тарханы, но тарханы все-таки, башкирские тарханы, несли службу, скажем так, не в составе гарнизонов. Таким образом, потерпев поражение в борьбе с ханом Кучумом, группа башкир кланов Салжут и Катай переселились из Зауралья в Приуралье, где вместе с представителями других башкирских кланов промосковской ориентации выступили с инициативой основания русской крепости в историческом центре Башкирии. Ну, безусловно, наиболее мотивированы в стремлении получить на территории Башкирии форпост, русский форпост со служилыми людьми, как раз были зауральские вот эти вот мигранты. То есть те роды, которые не имели никакой защиты, не имели никакого политического влияния, они ушли с своих вотчинных земель, фактически за Урале. И здесь они попросту были людьми чужими. И не случайно, вот по документам отводной книги, мы видим, что получение ими земель на территории Башкирии связано с тем, что они сыграли ключевую роль в строительстве Уфы. То есть в конечном счете только после Уфы вот это вот те же минги, на территории которых был построен город, они припускают, в том числе вот этих мигрантов за Урале, на свои вотчинные земли. Будучи пришельцами с сибирской стороны Урала, Шугур-Кокузов с товарищами не имели вотчинных земель в Приуралье. Территория будущей Уфы принадлежала башкирскому клану Минг. Однако башкирский клан Минг придерживался ногайской ориентации. Ногайский Улубий-Урус, хотя и считался вассалом Москвы, был недоволен вторжением москвитов на земли подвластных ему башкир-мингов. Урус-Бий – правитель Большой Ногайской Орды с 1578 года. Родоначальник русского княжеского и дворянского рода Урусовых. В отличие от своего отца Исмаил-Бия, вел независимую и зачастую враждебную Москве политику. Его внук Петр Урак Урусов убил Лжедмитрия II. В 1586 году Урус-Бий пенял царю Федору Ивановичу: «Ты на 4 местах хочешь города ставите? На Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на Белой Воложке. А теми месты твои деды и отцы владели ли? Поставил те города для лиха и недружбы». Однако скрытые угрозы Бия были проигнорированы, и крепости Уфа и Самара возведены в течение летнего сезона 1586 года. Когда мы вообще даем общую оценку этим людям, первым строителям Уфы, да, конечно, надо понимать, что они нуждались друг в друге. То есть для башкир, конечно, было важно, чтобы был построен город, чтобы был воевода, реальный воевода приехал, вот воевода правит. И то, что, во-первых, помогал строить город башкирский предводитель Шугур-Кокузов, это одна история. Он оставался как гарант, как защитник, как вооруженная сила на случай все-таки появления противника. Гарнизон был небольшой.
Разумеется, там не было столько пушек, которые, это уже 17 век, будут привозить пушки, там заряды пороха. Есть описание Уфы на конец 17 века, там много и пороха, и ядра всякие, свинец, там, ну, можно много кого вооружить, снарядить, там и все есть такое. Но это будет потом. Сейчас, конечно же, этот Острожек, он мог держать осаду, но недолго. Это Кремль, который строился. Поэтому нужна была защита более мощной конницы, которая могла отбить приходивших к крепости людей, которые хотели бы, например, ее поджечь, да, которая могла бы преследовать противника. И, разумеется, зависимость определенная в военном отношении от такой конной силы дружественной, она была. Другим важнейшим моментом является вопрос практической осуществимости такого трудоемкого проекта, как строительство острога силами ничтожного гарнизона в 100 человек при отсутствии строительных материалов и значительного объема земляных работ. Была версия, что город, как вот по примеру Свияжска, срубили где-то в одном месте, в верховьях, допустим, условно говоря, реки Белой, а потом сплавили и уже как бы по новой все воссоздали. Но вот такая концепция, она не срабатывает. Почему? Потому что у нас реки текут как раз-таки на запад. И поэтому сплавлять огромное количество древесины, ну, как это в принципе возможно. Лес можно было сплавить как раз из глубин Башкирии, например, по реке Белой. И, судя по всему, такая версия считается более правильной. Если вы посмотрите данные палеоботаники, да, то я, кстати, интересовался у специалистов, они говорят, еще в начале 20 века территория, которая вот окружает Уфу, она была абсолютно степной, то есть она была безлесой. То есть то, что мы сейчас видим, вот это богатство вокруг Уфы, да, лесное, это молодой лес. То есть возникает вопрос, а где, собственно, брали строительный материал, причем речь идет не о любом строительном материале, это дубовые деревья. Получается, там строительный был, так сказать, стандарт, да, 3 сажений. То есть это 6,5 метров прямые дубовые бревна. Где их можно было взять в таком количестве, да, если учитывать, что острог был 440 метров, стена длиной, да, 440 метров. То есть получается, где столько строительного материала? Очевидно, что лес сплавлялся откуда-то более южной части Башкирии. И вот как раз-таки здесь мы видим прямое, скорее всего, помощь тех самых 4 башкирских родов, вотчинные земли, которые находились вдоль верховья реки Белой. Михаил Нагой на посту крайнего юго-восточного форпоста Московского царства должен был проводить внешнеполитическую линию по замирению Западной Сибири путем переманивания на московскую службу потомков хана Кучума. В этом деле его правой рукой был Шугур Какузов, который по разным дипломатическим поручениям часто посещал родное Зауралье и Сибирь. Ему, например, удалось склонить к переходу на сторону России царевича Арслана Алиевича. Арслан Алиевич – сын сибирского хана Али и внук хана Кучума. После перехода на московскую службу участвовал в событиях смутного времени. В 1614 году был утвержден правителем Касимовского ханства. После 1605 года дороги воеводы Михаила Нагова и князя Шугур-Давлета Какузова разошлись. Первый, как мнимый дядя Лжедмитрия I, был приближен ко двору самозванца. После смуты он продолжил службу воеводой в Великом Устюге. Умер в 1617 году. Имя Шугура Какузова исчезает из анналов истории примерно в это же время. Что касается его потомков, то под их судьбой подвела черту старинная вендетта между шибанидами и салджуутами, унаследованная со времен Чингисхана. В 1635 году сибирский хан Аблай-Гирей, внук Кучума, во главе большого отряда калмыков совершил нападение на Уфу. На пути у кочевников встала Шугурова слобода. В завязавшемся сражении ее жители, в том числе дети и внуки Шугура, погибли. Однако внезапный налет был сорван. Уфимцы ударили в набат и организовали погоню, в ходе которой и Аблай-Гирей был разбит и взят в плен.
Топонимия – это летопись земли, как говорили мы в начале программы. Аблаев лес, где был пленен хан Аблай-Гирей, село Сальзигутово, обязанное названием башкиром Салжиутом и даже, возможно, родичем Шугура Какузова. Не являются эти названия Уфимской округи ярким доказательством сказанного. Шугур Какузов наряду с Михаилом Нагим является одним из основателей Уфы. И если по тем или иным причинам имя Шугура и связанные с ним события оказались забытыми людьми, то их до сих пор помнит наша земля.